Республика отметила 94-й день рождения. В Сыктывкаре торжества завершились ярким салютом. По признанию горожан, 10-минутное световое представление значительно отличалось от предыдущих. Организаторы изрядно потрудились, чтобы удивить жителей и гостей столицы. Десятки залпов осветили небо над Сыктывкаром, а в конце техническая группа выпустила парочку новых выстрелов. Именно финал салюта зрители оценили особенно. Сами празднования начались еще утром. Их центром стала Стефановская площадь. Правда, Небесная канцелярия подвела. Город то и дело накрывали дожди. Впрочем, они не смогли испортить настроение горожан. В этом убедилась Виктория Палкина. Фантастика! Мы поставим рекорд сегодня. Десятки обычных горожан стали авторами рекорда Гиннесса. Замахнулась на него небольшая сыктывкарская текстильная фабрика. Для самой гигантской подушки в мире она приготовила ткань размером 10 на 10 метров и больше тонны пуха. Всех участников рекорда одели в защитные костюмы. Наполнитель оказался уж очень липучим. Помогали организаторам хоккеисты-любители из краснозатонского клуба «Водник». Под их чутким руководством подушка была готова меньше, чем за час. Да, нет условностей, все хорошо, все понимают, все помогали. Посторонние люди сразу помогали. Все без проблем было. Все замеры и заявку уже отправили в редакцию книги Гиннесса. Саму подушку-рекордсменку перешьют на десятки маленьких и отвезут в детские дома региона. Эта акция прошла под девизом «Выбирай наши», как и ярмарка, которая развернулась на Стефановской площади. Свою продукцию и первый урожай выставили все крупные сельхозпредприятия Коми. А мастера из республики и других регионов демонстрировали свои поделки. По торговым рядам прогулялся и Вячеслав Гайзер. Уйти с пустыми руками он не смог. Купил охотничий нож ручной работы. Сами продавцы на торговлю не жаловались. Покупателей не отпугнул даже дождь. Продали больше половины. Хлебушек берут очень хорошо. У нас в основном хлеб. Так что настроение отличное. Все друг друга поздравляют. Настроение было с утра отличное и у покупателей, и у нас, потому что тут немножечко помешала погода. Ну, я думаю, что она нас еще раз порадует сегодня. Торговля нормальная. Всех с праздником. Центром массовых гуляний стал мультикультурный этнофестиваль. Здесь выступили все национальные автономии региона. После запуска фонтана «Дружбы» стартовал 3-часовой концертный марафон. Сначала, когда начался дождь, вроде как мы испугались, но пришли на площадь и вышло солнышко, поэтому настроение у нас не упало. Работали на Стефановской площади и другие площадки. Детей развлекали мастер-классами, а взрослых традиционными коми-состязаниями. Для организаторов эти народные гуляния стали своеобразной репетицией перед юбилейным годом. В следующем 2016-м коми отпразднуют свой 95-й день рождения. Виктория Палкина, Константин Стратиенко, телеканал Юрган, Сыктывкар.